Обсудим самочувствие бизнеса в условиях пандемии коронавируса прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. С нами бизнесмен из Татарстана Раиль Фазулзянов. Раиль Наилович, здравствуйте. Добрый день. Вы производитель безалкогольных напитков. Сильно ли отразился коронавирус на бизнесе? В самом начале, когда вот пандемия только началась, и началась именно паника, когда люди не знали, что делать, а мы тоже оказались в числе тех, у которых бизнес начал вставать за счет того, что закрылись многие заведения, магазины. Но это как раз одновременно оказалось и возможностью, то есть реализовать, скажем, в комплексе именно собрать все свои силы и вырваться, скажем так, вперед. То есть в каком плане? У нас не было онлайн-торговли, а был только офлайн в магазинах. И наша компания в течение 1 месяца практически, то есть перепрофилировалась. Мы создали свой отдел продаж онлайн. И начиная от закупа сырья и доставки до конечного потребителя, практически в каждом городе Российской Федерации у нас есть склад «Курьер», где мы в течение суток можем практически доставить нашу продукцию. Сложно ли было это сделать? Ну, так как вот я сам являюсь одним из собственников, то пришлось работать 24/7, то есть это как бы было, работаешь на себя, соответственно, и сложности были, конечно, но в целом как бы было приятно потом, через месяц. То есть, когда уже добились. То есть вы увидели возможности в текущей ситуации? Да, это была, то есть, именно возможность, которая действительно нам очень сильно помогла. Давайте сделаем выводы. Вот весной пришел коронавирус. Сейчас, в начале зимы, во что это вылилось? Смотрите, когда было весной, люди не знали, что делать. Соответственно, когда пришла вторая волна, люди были уже подготовлены, они уже примерно предполагали, что будет, готовились к худшему, но людей не закрыли по домам, границы не закрыли, поэтому ожидали худшее, а пришло, скажем, среднее. Вот на сегодняшний день у нас онлайн и офлайн сравнялись. То есть, в принципе, как бы офлайн продажи тоже хорошо идут. Видимо, люди все-таки устали дома сидеть, и им охота и походить и по магазинам, и по ресторанам. То есть мы свою продукцию выставляем также в ресторанах, кафе. Поэтому офлайн, онлайн у нас сейчас примерно в равных. Вы участвуете в Международной неделе бизнеса в Уфе. Скажите, пожалуйста, какие интересные заявления вы услышали и, ну и в целом ожидания от форума? В первую очередь, мне очень понравилось в том, что я как мусульманин, когда приехал, одним из первых как бы выступлений, это именно тему ислама затронули, именно тему халяль. Меня очень это порадовало. Я сам приехал в составе делегации Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и также являюсь активным членом Ассоциации предпринимателей мусульман. И мне на самом деле было очень приятно, что вот был Рушан Хадрат Аббясов, Талгат Тажудин, и как раз вот была затронута, то есть именно тема халяль. То есть очень хорошо. Почему это важно? Во-первых, смотрите, очень многие люди, неважно даже мусульмане или христиане или другого вероисповедания, мы очень часто слышим на сегодняшний день или часто видим в магазинах халяльных людей другого вероисповедания. На вопрос, почему, они всегда отвечают. Все-таки халяль, то есть люди как бы, что обозначает халяль? Люди, которые боятся Бога, они боятся обманывать. И, соответственно, если он продает мясо, он продает качественное мясо. Если он говорит, что оно забито в этой определенной местности, значит, оно забито здесь, а не где-то в другом месте. Мы понимаем, что сегодня нет единых стандартов в этой отрасли, в халяльной продукции, да, производстве халяльной продукции. Как вы считаете, если они будут приняты, как это повлияет на рынок и в каком направлении будет двигаться все направление? Ну, здесь нужно понимать в первую очередь, что такое халяль. Халяль – это перевод «дозволенность». То есть дозволенная пища для человека. Поэтому принятие стандартов, то есть в первую очередь халяль должно быть в сердце человека. То есть если в сердце человека вот это понимание халяль будет, дотошности, скажем, к этому не будет абсолютно. Поэтому как бы для меня лично халяль должно быть оно, то есть понимание в сердце человека. Ну, а на рынок какое влияние произведет, если будут приняты единые стандарты? Вы знаете, вот это я затрудняюсь сказать, потому что вот у нас есть два направления, вернее, как сказать, вот есть одно направление халяль, которое мы развиваем, да, и есть одно направление просто мы халяль не указываем. И я понимаю, что на сегодняшний день как бы халяль это вот не только для мусульман, но и для других как бы тоже является как-то знаком качества. Поэтому вопрос такой он.
У нас в Башкортостане будет принято 3 пакета мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. 2 были приняты весной на 30 миллиардов. И вот в рамках Международной недели бизнеса объявят еще об одном пакете на 18 миллиардов. С этой точки зрения, как вы оцениваете такой подход со стороны республики и какова ситуация в Татарстане? Вот я сейчас как раз слушал вот эти меры поддержки, и мне очень на самом деле понравилось, что именно правительство Республики Башкортостан поддерживает именно халяльных производителей, то есть оно компенсирует их полностью логистику на экспорт. То есть вот только что выступал спикер, он сказал, что до 200 миллионов заложено именно на 2021 год, именно на возмещение экспорта, то есть именно логистики самой. То есть мне вот на самом деле очень понравилось. Также то, что есть программа возмещения халяль-производителей на производство продукции. То есть на самом деле у меня прям мысль в голове промелькнула, а не открыть ли производство здесь в Башкирии. Если промелькнуло, значит надо делать. Да, то есть у нас человек всегда ищет, где лучше. Поэтому, когда вот слышал, у меня мысль, я себя на этом поймал. Поэтому... Ну, будем ждать, что вы откроете производство и в Башкортостане. На все воля создателя, поэтому... Как вы считаете, возможно? Нужны ли такие форумы, как Международная неделя бизнеса? Я думаю, очень нужны, потому что на самом деле, вот, скажем, как обыватель, да, как производитель, о многих вещах, то есть взаимодействие производителя и правительства, то есть мы иногда не знаем. Но вот в таких форумах, то есть мы, допустим, до нас доходит информация, которая действительно нас, ну вот меня, допустим, сегодня приятно удивила. Если бы я не приехал, я бы этой информации не получил. Поэтому такие форумы очень нужны, потому что они как раз вот здесь появляется взаимопонимание между правительством и между производителями. Спасибо вам большое. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в рамках выездной студии, в рамках Международной недели бизнеса был Раиль Фазлузянов, бизнесмен из Татарстана, и мы говорили о самочувствии бизнеса в условиях пандемии коронавируса.